Братва, всем привет! 23 мая, ребята, 6 часов вечера. И я собираюсь на Налима, ребят. Первый выход мой долгожданный, ребята, просто аж мне вырывает всего из себя. Просто, ребят, я так ждал. И наконец-то совершилось, ребят. Вода более-менее упала. И сегодня, ребят, первый выход. Начинаю рыбалка на донки, на свои любимые закидушечки, на доночки, на Налима, ребята. Жду Мишаню, соседа. С минуты на минуту должен подъехать. Я уже весь на вещах, как с полчасика уже собранный. И выезжаем, ребят, порыбачить. Но дело в том, что вода еще не совсем упала. И будем искать место. Будем смотреть. Короче, как-то так. Ну, для этого надо было выехать хотя бы на часика 2-3 раньше. Но не получалось у Мишки. Там по делам у него были кое-какие дела. И в конце вот только сейчас мы сможем выехать. Ну, поедем на моторе. У Мишани есть лодка алюминиевая, есть мотор. Ну, вроде такой неплохой моторчик. Потащит, короче. Ну все, ребята, я готов. Весь шнурдачок у меня уже, рюкзачки, все готово, бушлатики. Взял по минимуму, как бы кухня, как обычно. Гонки, снасти, червей, ребята. Ну и все выдвигаемся, братва. Подниматься будем по течению и будем смотреть обрыв. Ну, после того сплава, как мы с Илюхой плавали, проплывал и присмотрел кое-какие места. Короче, ребят, не знаю, посмотрим, что получится. Время 6 вечера. Короче, жду, ребята, жду Мишку. Где он там уже? Я уже не могу просто, ребят, надо ехать. Погода пасмурная такая. 6 градусов тепла всего лишь. Черемуха вся цветет. По идее, в это время уже начинаем ловить щуку. Но с такой водой, с таким паводком, ребят, все задерживается буквально на пару недель. Ну, короче, как-то так, родные. Давайте со мной, как обычно, лайкосик улупили, ребята, налили чаечек, кофеечек, а можно и по пивасечку, кто покрепче. И давай со мной, ребята, порыбалим, попробуем сегодня добыть первого сопливого жидкой воды, ребята, 2020. Все, ребят, садимся поудобнее, понеслась. Да, как обычно, кого-то на неделе. Что, ты решил подвести? Ну да, я до старина смотрим. Нет, тут много, давай вот туда пойду. Да, Мишань? А? Все, Мишка, да, вроде? Коми-банька. Слушай, давай ты, я тебя буду подавать, ты... Да, кидай, ничего. Кидай. Ебать. Шань, не матерись, пожалуйста. Так, братан, тут... Сейчас. С подлодки? С подлодки, да? Это мне так сильно напоминает, что это мы один кан возник. Я сюда затолкал. Опа. Ну-ка, давай, Линда, Найда. Что, ты иди сюда садись, ко мне. Один на кан или на стул. Давай я на ящик сяду, ладно? Да, попробуй. Ты опять своих взял, рыжих? Они бобры сейчас, бобров будут гонять. Ну что, трогаем? Давай, родная. Что ты, не переживай. Все будет хорошо. Все, сиди. Сидеть. Место сидеть. Тихо, сидеть. Все? Вся скорость? Нормально. У вас так же где-то, да? Такая же
медленнее даже. Еще медленнее. 4 часа подымался, бля. А он еще моторит нет. Все, тихо, тихо, тихо. На месте. Давай, давай, красавица. Как Линда, да, ее зовут? Лесси. Линда здесь. Давай. Не принимать придется. Ну, сейчас поплывет. Сейчас сырая будет, еще тряхнется, ребята. Ну, отлично будет вообще. У меня тряхнется. Сейчас я еще... Давай, давай, давай. Иди сюда. Давай на бок. Глаза такие испуганные. О. Ты давай, мать, здесь хотя бы, не прыгай. Начинается рыбалка. Ну все, успокойтесь, тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Какие-то черные курюшки есть. Непонятно. Да. Что это такое? Это коврик. Пол. Ну, типа пола, да? Опа. Ну там как раз вот дров-то и намыло. Там запалимся. Нормально будет там. Так, бля. Все, вроде ребята взяли. Сейчас еще возьму. Что там у тебя еще? Ага. Кстати, сульчик ты что, нашел? Да. Да. Что, ребята, набрались до местечка. Здесь такие обрывы у нас затопленные. Вода еще большая. Но дров, ребят, пили не хочу. Вообще куча дров. Вообще намыло капитально этим половодим. Ну там тоже, слышно, налима. На налима тоже мужичок. Походу с вотчей. Еще ребят тоже на налима парнишка приплыл. Ну вот, сейчас место найдем себе под костер. Под лагерь, так скажем. И начнем расстановочку. Время уже 7 часов. Надо уже останавливаться. Уже никуда-то не потеряйте. Так, ну что? Червячок. Дождевичок. Доночки. Запасные грузила. Ну и сами доночки наши. Родные. Вот они, ребята. Начинаем сезон открытия доночного сезона. Они у меня вплоть до осени, Илюха. Не знаю. О, хорош топорик. Это кухонный, да?
По идее. Слушай, не знаю. Откопал в гараже. Да ты чё? Убирался, но смотрю, такая вещь. Угу. На Болгарии не шлифанул. Да? Пойдет? Интересно. Маленький для рыбачки. Тут вообще можно, слышь, им и готовить даже, блин. Ну, Ага, отлично. Ну вот, ребята. Сразу рогатурочки вырубаем. Сразу, моментально. Поддоночки. Здесь вот такой упор. Здесь течения нету. И вот течение пошло туда. Обрыв большой. Не знаю, тут парни удочки взяли. Сейчас будем разбираться кто куда, короче. Ивника много. Благо. Кора вон есть, всякое разное есть. Так что сейчас рогатульки и понесла. Так, ну что, погнали. Обрыв сразу в упор. Большие делать не надо. Вот такие. Тут немного заостряем и здесь делаем прорез под леску. И готовлю так. Раз. Это все кривовато такое. Некрасивое. Разберемся. Два и погнали. Так, ну что, ребятки, сделал. Вот так. Поднарубил, тут как бы разницы-то ничего нету. Лишь бы, чтобы колокольчик был провиси и держала основную леску. Ребята тут удочки устанавливают. Но я в это время никогда их не трогаю. Даже закидушки, я имею в виду. Чисто грубые снасти, течение большое. Но здесь красиво. Здесь течения нету, здесь удочка работает. Налим бывает вообще к берегу подходит, ребят. Чтобы вы понимали, здесь обрыв и основная река, основное русло где-то вон там, где у Мишки поплавок. Здесь сразу скат такой 3 метра и речка где-то там по лету. Ну, насчет 3 метра, я бы сказал, больше здесь. Ну, метра. 6 метров, она вертикально стоит почти. Да, но ты как бы еще до реки достаешь как раз. Вот. Поближе бы еще воткнул, Мишка. Ну не вертикально, дно же нашел. Я честно, за рыбой что ли пришел? А как, зачем? Есть такие колокольчики? Ну, ребята с города приехали. На следующий день. Добро привезли. А у нас, говорит, это, мы, говорит, потеряли. Купил за 40 рублей, а эти вот по 13 рублей. Сколько люк стоит? Один? 13 рублей. 13 гривен, да? Блин, хорошие, кстати. Тонкие, это хорошо. Да, Это что такое? Там еще вот такие были. классно. Люблю смотреть чужие ножи, то чем пользоваться. Вот такой самоделочка, да? Я сейчас ручку переделать буду, уже залил шишечки. Серьезный такой. Эпоксидной смолы. Ну такой, блин, да. Я, знаешь, Ножны деревянные. у Романа купил за 4000 вообще такой лютый нож. Держи. Все, поделили территорию, ребята. Мишаня на базе там у нас капитально забурился. Здесь я тут начну сразу, ну как бы гулять не будем. Самый пятак здесь, там течка хорошая, блин. Там уносить будет и травы много. Здесь начнем сразу вот. Недалеко от друг дружки. Первую здесь заряжаю и понеслась. И вот так до туда, ребята. Дрова. Да, кстати, обрыв такой хороший, пасака нету, блин. Если возьмет достойный налим, брать его сложновато будет. Ну да ладно. Так, ну что, ребята. Все как обычно. Все как обычно. Палочка. Опа. Слышите, ребят, провалилась. Моет под нами, тоже по краю берегу. Ночью опасно ходить. Ну, как бы не опасно. Вылезти это вылезешь. Просто искупаться неохота. Вот новые доночки, которые мы с вами делали. Основная лесочка. 5,5 поводочки 0,4 и грузила ложка, которую заливали. Крючки разные.
Люблю с длинным цевьем, потому что червей насаживать много надо, пучок. Ну, здесь буквально метров 15, наверное, не более. Будем ставить, потому что свал сразу на левом берегу ночью идет. Погнали. Метр. 2. 3. 4. 15 даже много, наверное, ребят. Метров 12. 5. 6. 7. Запас лески, ребят, метров 30, как я говорил. 8. Потому что разные рыбалки, разные дистанции. 9. То бишь на пляжу иной раз надо достать русло. 10. 11. Ну, достаточно. На ночь, когда оставляю, я втыкаю в берег. А здесь можно просто замотать плотненько. Вот таким макаром. Вот так вот. Все. Илюха колокольчики подогнал. Вот так я делаю петельку, ребята. Продеваю. Вот так вот. И все. Обязательно перематываю, потому что леска как выходила, чтобы с катушечки. Потому что если так кидать, то она будет снизу убираться, возможно, петля. А так она будет выходить, что ни на есть, сверху. Первый поводочек. Вот такая баночка у меня, ребят, сделана. С-под майонезика. И наши червячки. Вот так обычно высыпаю. И понеслась насажка. Червей не жалеем на налима. Чем больше, тем лучше. Продеваем первого. О, Илюха уже первую замастырил. Вторая. Третий. Червей, ребят, использую белых, красных ни в коем случае, потому что снасть грубая. Просто при забросе его срезает. Хвосты, остаются головы. А белый он более такой плотный. Ну, вот первый пучок пока хорош. Второй поводочек. Все, звон пошел, блин. Ребята налаживают снасти. Рыбалка такая, ребят, трудовая на доночке весной. Особенно на налима. Руки постоянно в грязи, в воде. Но это рыбалка на налима, ребята. Я ее так ждал, вообще не могу просто объяснить свои чувства сейчас. Первый заброс, ребятки. Первый заброс. Все. Поводочек верхний я вязал, ребят. Как и многим объяснял, когда доночки делал на видео. Чтобы он у меня при забросе, как мои ноги стоят, чтобы я грузил, он никуда не ударял. Все, понеслась. Первый погнали. Ну, недалеко. Отлично. Ждем, пока падает. Ну вот, донка нашла дно. Ну, вот ее пока немножко снесло. Ну вот она встала на свое место. Если будет у нас звонякать, все будем слушать. Вот такой макар, ребята. 10, ребят, я работаю с десяткой. Пробовал работать, ставить больше, но это неудобно на самом деле. Ну, когда приноровишься, в принципе, все это быстро получается. А так работал и с 15 донками. Ну, тяжело при такой ходовой рыбалке. Если ставить на ночь, конечно, может закидаться. Ну, у нас сейчас с каждым годом все мест меньше и меньше. Ивник заполоняет. Раньше был у нас сплав, берега чистились, а сейчас вот все заполоняет ивник, и таких вот мест, тем более когда троем приезжаешь, очень мало остается. Ну все, ребят, понеслась, время не теряем, потому что налим
по ранней весне он уже может клювать. Что, ребята, донечки наши заряжены. Ну, я хотел 10 штук поставил, но получилось 8 у меня. Потому что здесь вот поворотисто. Течение бьет вот так. И вот попадает вот туда, вот в берег. Мне как раз там не хватило. Но там смысла нету ставить, там течение ужасное. Донки просто будут к берегу бить. Даже такой груз он не выдержит. Короче, 8 штучек зарядил. Все. Донышки вешаю сюда, на пенек, точнее на корень. И червей я обычно оставляю для проверки. Вот первые доночки. Крышку закрываю, чтобы не выползли. Все, ребят. Пошла жаровня. Парни, смотрю, уже задымели, костер сделали. Такие дела. Все, иду на базу. Сегодня приодел, ребят, сапоги. Вот такие. Я их показывал уже, ребят. Ну вот, компания Вездеход, Леший. У меня есть зимние, а это вот демисезонные. Они тоненькие, то бишь не резина, в них не холодно. Ночью будет где-то градусов 4-5. Там, ну, с ними работаю уже 3-й год. Здорово, ребята. Кайфую от них. Молодцы. В принципе, мне нравится, как работают. Мужичок пришел, он переплыл. Пойдем познакомимся. Ну, в принципе, да, неплохо. Здоровенько. Вася, Андрей. Нет, 8. Там уже течка, короче, бьет, понял. Все уже там. Невозможно. Я ее бросил. Мешание говорит, что на фидер брянка. Там тоже что-то понзинка, вроде у тебя, короче. Не знаю, или течение струя. Лапу дай. Лапу. Дай лапу. 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 Дай лапу. Лапу дай. Дай лапу. Лапу. Она нет. Не дает, да, Миша? Да, дает. А на рыбалке зимой сидели, она вроде тоже давала. Она просто замерзла. Дай лапу. Лапу дай. Дай лапу. Лапу. Вот, иди, матушка, иди, дай лапу. Скажи, как скажи, надо делать. Дай лапу. Лапу дай. Дай лапу. Лапу. Дай лапу. Молодчина, девочка, красавица. Учись. Линда, иди сюда. Ты брысь. Лапу дай. Давай. На удочку, на дом. Ну, по-любому будет сейчас выйдет. Что, ребята, первый перезаброс. Он такой, как объяснить. Сейчас 8:30 и по идее выход на Лиман должен быть. В
Перезабросимся сейчас. Червячков отправлю. По идее, вообще надо каждые полчаса ходить. Я обычно так делаю. К ночи потом уменьшаю немножко. У меня донки на экране стоят. Даже если экран не будет звенеть, я навряд ли услышу, потому что там костер у нас. Василий у нас там пригрелся с нами. Вот, ребят, село Воча на холме. Вот местный житель. Такие дела. Ну, говорю, недалеко от дома уехали. Как бы ничего не забрасывались. Будем смотреть, ребятки. Так, ну чё. Ну, чувствуется там обрыв. Срывая с него прям. С обрыва. Ну, все нормально, чё. Сейчас ранняя весна, так скажем. Ну как. У кого-то, конечно, там уже все хорошо, тепло. А у нас на севере-то, конечно, еще рановато все этим делом. Ребят, добавляю червей постоянно. Шматок должен быть постоянно насажен, свежий. Чем больше, я считаю, тем лучше. Налим рыба жадная, он берет в заглот, даже маленький. Вот так немножко подправляю. Ну, кто-то, как будто кто-то лязгал. Ну, добавляю еще по червячочку. Что подзинкивает, не знаю, там или струя бьет, или налимка не крупный. Подправляю, перенасаживаю, пока светло, смотрю каждую донку, потому что мало ли зацеп с первой же заброса. Все, идем дальше. Там, ребята, у нас вроде рыба уже на борту. Такой грамм 250. Да? А вон здесь болтает. Ага, сейчас пойдем посмотрим. Вон, смотри, подпрыгивает. Ну туда звенел где-то, я когда шел сюда уже. Че, Илюшкин, почином? Небольшой. Красавчик. Поздравляю На тебя. жареночку пойдет. Молодец, Илюха. Первого взял заглот, как обычно, да? Как обычно. Ничего не меняется. Красава. Ну вот. Желтый, песчаный, да? Нормально. Ага, правильно. Все, здорово. Ну что, нормально. Илюшка взял одного. Здорово. Я иду проверяться дальше. Просто тут начал проверять, иду как раз на зимине. Здорово, пацаны, здорово. Значит, все четко. Ну, не крупные, блин, зараза. Постоянно не крупные здесь. Охота крупная. Особо вот здесь, ребят, ставочку сделаю вот по этому месту своему. Потому что вот здесь, вот это. Прям мне нравится, как стоит здесь. Обрыв так играет немножко. Я здесь ставочку постоянно, делаю ставочку здесь, ребят. Сразу рекомендую, кто начинающий, убирать вот эти вещи. Ну, у нас сейчас в республике светлые ночи. Ну, когда вот, допустим, летом или по осени чистите площадочку, чтоб не было всяких вот этого зацепов. У меня, походу, первый зацеп, ребята. Так, у меня, походу, здесь, ребят, рыба. У меня здесь налим. Угу. У меня тоже первый налимчик. Заводят, ребята, они под коряги, под корни. Первый, ребят, тоже не крупный, зараза. Но первого возьмем, потому что можно отпустить, потому что недалеко. Взял. Так, я сразу сказал, ставочку здесь сделаю. Первого возьму, ребят, потому что может быть последний. А у меня, как поняли, у мамки завтра день рождения. Хотелось порадовать. Вот такой налимчик. Грамм 400.
Красавица. Ну что, ребят, с почином мы открылись. Мы открылись, родные. Это радует. Фух, здорово. Пошла возня. Ребят, мы сидим здесь прямо возле лагеря. У нас поклевочка на лиме 100%. Вот начинает качать. Стандартная тема. Вот он, красавец. Давай, родной, уже цепляйся. Я думал, пора. Не-не, Мишанька, подожди. Да уйдет и уйдет. Берешь? Давай натяжку делай. Ох, положил. Бери. Положил. Мелкий. Ну, хоть что-то уже. Мелкий. Интересно. О, Ой-ой. фига мелкий, слышь, Миш. Крючок оторвал. Да ты чё? Крючок оторвал? Да. Тебе Фига мелкий, слышь, хороший был. И леска, если есть. Больше полуграмма, после 50 грамм. А чё ты так его нормально? А чё леска у тебя, братан? У меня же тонкие поводочки. А, Пойдемте, покажете. В пакете у меня леска, вот, ребята, у нас налимы поклевывают потихоньку. Прям возле лагеря получается. Вот врать не буду, вот мы идем дальше. Возле костра. Налим не боится этой движухи, разговоров. Мишки поводочки такие, короче, не готовы к такой рыбалке. Вот я, ребята, я что не объясняю. Нежности здесь никакой не должно быть. Самое такое грубое, мощное, потому что налим этого не боится. Это не лещ, это не ясь. Когда налим жрет, берет, в это время тем более. Ну, как-то так. Потому что донки у меня капитально на лимне. Ну и на них, конечно, ловим также и остальную рыбу. Ну, я никогда не церемонился. То бишь это не катушка, ты тащишь руками, ты сбавить не можешь. Постоянно рвешь, тянешь. Такие дела, ребята. Мишанька хотел обрыбиться и, короче, ребят, рванул, оборвал. Ну там такой грамм 700 был, видно было в пузико. Белая. Так что все четко, ребятки. Тут, ребят, походу у меня налим. Походу у меня налим. Угу. Опа. Ну что, ребят, хорошенький, смотрите. Опа. Такой зачет. Первая доночка, ребят, тут. А я с конца начал. Вот новая доночка моя, ребят. Пузатый красавец. Классика жанра, заглот. Вот такой змеюга. Нормально, что? Поднатаскаем, наверное. Жорна лима, ребят, идет. Так что эпопея началась на лиме. Все здорово. Опа, достал. Ну такой бродяга, ребят. Ух, какой пузатый нажрался. Жирует налимка. Отличный. Нормально, братва. Да, не крупный сейчас налим, но все-таки попадается. Давай, 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 бегом. Мишань, хороший налим. Дядерская берет. Ребят, иду он к Мишане костру. Херачит. Одного оторвать, показать тут надо. Давай, давай. Здесь, здесь, здесь. Здесь, 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 здесь. Пробуем. Давай, давай. Ну, вообще вот. Обидел. Мотор идет. Там якорь вот такой. Да. Пробую. Пробуй, пробуй. Он видно, что взял. Есть. Нету. Нету? Сошел. Да ладно, ты чё? Сошел. Было что? Ну, сошел. Ёк-макарёк. Как так, блин? Пошли налево, ребята. А смотри, какой мелкий, Мишаня, а пузатый, смотри какой. Жирный, блин. Мишаня здесь, ребят, две поклевочки. Одного сорвал, второго вообще как-то промахнулся.
Пока я, говорит, шел проверялся, у него, говорит, подтяжка была хорошая. На удочку аж загнула, говорит, кончик в воду. Тоже налим. Так, темно уже, ребятки. Надо базу освещать. Благо, как бы заряжен с этими делами, потому что снимаю, да что. Вот так вот сейчас сделаем красиво. Вот так вот, ребят, нормал. Отлично. Ну, проблем с дровами вообще нет, конечно. Милое дело. Костер можно делать, не жалея. То, что мы на острове жили с Лариской. Вообще там просто я там уже все шишки собрал, грубо говоря, чтобы у нас тепло было, блин. Обед приготовить. А здесь вон такие жердюхи. Красота. Здесь, ребят, намыло столько этих хлыстов. Они просто, пока шли, они просто все сучки обрубило. Здесь надо как-то придумать по поводу дров. Приехать здесь, поработать, дрова увезти. Здесь дорога есть недалеко. Можно заехать на технике. Я думаю, этим надо заняться. На баню, да чё. А то ночи дрова вообще дорогие. Живем в тайге, блин. А платим, блин, ё-моё, блин. Бабки, блин. Обидно же, блин, до слез. Просто у кого с бюджетом не важняк, погибают. Давайте, братва. Будем? Будем. Блин, хорошо. Пить не буду только. Чисто тихо. Чистота, Мишка. Нет заразы налива. Пошел посмотреть. Ну вот. Кто-то колокольчиков нет, у кого-то грузов. Илюшкин попросил мерза. Сейчас что-нибудь ужинаем. Сегодня у нас печеночка по-строгански будет. Сегодня Илюха у нас кашеварит. Что тоже надо. Да, Не только дома готовить. правильно. На природе тоже надо иногда. Печеночка, ребят, покупная, как бы. Сейчас быстро сделаем. Лучок, печеночка и сметанка, как обычно. Вкусно, быстро и очень классно. Угу. Урисовывается, ребята. Дело. Люблю я эту печеночку-то вообще. На открытие сезончика. Постоянно печеночки. Многие говорят, ребята, Андрюха, давай на налима и насаживай. Не берет у нас, ребята, он не берет на это дело. Василий уехал. Бедный Василий завтра будет. Ну, поэтому следствие рублей понятно. Конечно. Давай, Мишка. Вот такую шикарную закуску. Давайте, ребята. Будем ждать утренний Ну час, да. который. Выход был, да? У нас, ребята, уже наступило 24 мая. Я просто хочу поздравить свою матушку, мою маму, Алену Сергеевну, с днем рождения. Старушка, с днем рождения, моя мама. Я тебя очень сильно люблю. Знаю, что твой сын постоянно где-то лазит, бродит. Постоянно где-то с волками, с медведями где-то встречается.
постоянно ты переживаешь, я знаю, что не спишь ты по ночам. Постоянно где-то пропадает. Я хочу поздравить, ребят, свою маму с днем рождения. Давайте, ребята, поздравим мою маму чисто от души, от сердца. С днем рождения. В этом году у нас в жизни сложились какие-то неприятности, но мы живем, мы все хорошо, мы живы, здоровы, и я думаю, будем жить, и все будет хорошо. Я мама тебя очень сильно люблю, так что с днем рождения тебя, родная. Сын твой на берегу, слышал? Ловит на лиму. Так что все нормально. Мама тебя очень сильно люблю. Не переживай никогда. Я всегда вернусь домой. Как бы ни было, все будет хорошо. Так что, с днем рождения. Маманя, с днем рождения тебе. Да я понимаю, чтоб первый тебя поздравил. Да. Не ему какую еще домой. Полвторого. Не, какой. Ты на рыбалке, ну какой выпил, то че? Не, все хорошо. 2 штук поймал. Да. Не крупные такие. Ну, нормально, завтра на стол самое оно. Все, не переживай. С днем рождения тебе. Ну давай, мама, все, отдыхай. Спокойной ночи. Давай, мама. Давай, спокойной ночи, мама. Красавица. Ты прыгунья наша. Прыгунья. Ты молодец, конечно. С тобой ты что, ебать? А? С тобой ты что? Замерзший? Молодец. Ну, дровишки, ребят. Дровишек тут море. Каких хотишь. Хочешь таких. Хочешь таких. Опа. Костерочек с заводяжем и с Мишкой посидим. Опа. Вот так вот. Куда мне делать? Что ты там, блядь? Что шмат? Ну что, ребята, сборы домой. Как обычно, немного мусора, блин, за собой. Пакетов, правда, нету. Ну, спасибо, речка, за рыбалочку. Что, ребята, я уже дома. Набрались домой. Не стали ждать утряночки, ну, потому что смысла не было.
Налим вышел вечером, и он показал свое дело. У нас были поклевки, мы поймали даже Налима сегодня, ребят. Были сходы, были поклевки. Ну, в принципе, здорово, ребят. Мне понравилось все. Все здорово, все. Движуха начинается, все здорово. Классно, ребят. 5 утра, иду спать, иду домой отдыхать, отбой. Сегодня у мамы день рождения. Алена Сергеевна, тебя с днем рождения, родная. Ребят, буду отдыхать, отбиваться. Сегодня гости, так что надо отдохнуть. К обеду встать и уже быть огурцом. Всем желаю, ребят, хорошего настроения, жидкой воды, ребята, мы открылись, ну все здорово, мы начинаем рыбалку на севере, рыбалка на Налима, на Изяна, на Леща, ребят, скоро все это будет на канале. Давайте, ребята, спать пошел. Пока.